Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. В сентябре стартует фестиваль по вольной борьбе «Игры Ботуров». Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Иллариона Федосеева. Самый массовый республиканский детский турнир по борьбе будет проведен по 4 возрастным категориям и соберет лучших юных борцов со всей республики. В этом году борцы будут состязаться на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». Звания лучших будут выявлять среди спортсменов 2002 по 2009 годов рождения. Традиционный праздник борьбы стартует 4 сентября и завершится в воскресенье 8 сентября. Фестиваль борьбы «Игры Ботуров» впервые состоялся в 1999 году на стадионе Туймада по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. В прошлом году турнир собрал тысячи юных борцов. Хорошие результаты на предыдущем фестивале показали воспитанники столичной, Чурапчинской и Сунтарской школ борьбы. Россиянин Кирилл Абросимов одержал победу на 7-м этапе мировой серии по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили в Северной Македонии на Охридском озере. 27-летний россиянин преодолел дистанцию 10 километров за 2 часа 21,8 секунды. Второе место занял француз Аксель Реймонд, уступив Кириллу 0,1 секунды. Третьим стал итальянец Матео Фурлан, проиграв французу 1,5 секунды. Для Абросимова эта победа стала первой в карьере на этапах мировой серии. Россиянин является трехкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 километров. Следующий этап мировой серии пройдет на Тайване 7 сентября. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 74-55 в заключительном товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча прошла в китайском Нимбо. Ранее российские баскетболисты проиграли команде Аргентины со счетом 64-85. В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу на показательных соревнованиях по прыжкам с шестом, которые прошли на железнодорожном вокзале в Цюрихе. В преддверии старта финала бриллиантовой лиги россиянка показала результат 4 метра 87 сантиметров. Анжелика обошла представителей Америки и Канады. Финал в бриллиантовой лиге пройдет в 2 городах – Цюрихе и Брюсселе с 29 августа по 6 сентября. Американская гонщица Джесси Копс погибла в результате аварии, пытаясь установить новый мировой рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин. Джесси часто появлялась на телевидении в качестве ведущей и гостя различных передач. Разбилась во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. Копс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном четырехколесном автомобиле. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 км в час. Во вторник она планировала развить скорость до 996 км в час. В заявлении семьи отмечается, что она пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Кити О'Нил. Тогда ей удалось развить скорость на трехколесном реактивном автомобиле 843 км в час. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.